В эфире дневной формат, актуальной информации, мнение экспертов. Я Дмитрий Матчель. Здравствуйте. В Актау продолжаются работы на месте крушения самолета. По уточненным данным, погибло 38 человек, из них опознаны 7, в том числе 6 граждан Казахстана и 3 членов экипажа. 29 человек, включая 3 детей, спасены и находятся в больницах. Психологи оказывают помощь родственникам погибших. Ну а на телефонной горячей линии за это все время поступило больше 1000 звонков. Дополнительные подробности прямо сейчас расскажет наш собственный корреспондент в Актау Жанар Масугутова. Жанар, добрый день. Жанара. Добрый день, Дима. С новостями к этому часу. Мангистауцы проводили в Москву 9 пострадавших россиян, которые пережили авиакатастрофу. Вчера в Актау прилетел борт с медицинскими сотрудниками из России, чтобы оказать помощь пострадавшим. Сегодня эти специалисты вернулись на родину вместе с 9 гражданами, получившими различные травмы. Отметим, что всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь в больницах Актау. Кроме того, свою работу продолжает правительственная комиссия во главе с вице-премьером Канатом Базумбаевым. Аким Мангистауской области Нурдаулет Кайлыбай заявил, что семьям погибших и пострадавших будет оказана соответствующая поддержка со стороны государства. Сейчас мы находимся в Мангистауской областном госпитале. Рядом со мной находится Жанар Сыдыковна, руководитель отдела контроля качества медицинских услуг. Добрый день, Жанар. Скажите, пожалуйста, как сейчас чувствуют себя пострадавшие, сколько сейчас находится в больнице? Как вы в курсе, вчера поступали в нашу областную больницу 28 пострадавших пациентов. Из них 8 взрослых и 1 ребенка из областной детской больницы. Российская Федерация делегация увезла со специальным бортом. Так как вчера ночью в этой областной больнице отрабатывали специалисты как докторов, так и психологов из Республики Азербайджан, из Российской Федерации, в том числе и из города Астаны, из национальных центров. И сообща, проводя консилиум, определяли тяжесть и транспортабельность данных пациентов. Утром в 8:30 увезли 8 взрослых и 1 ребенка на специальном бортом. Остальные пациенты, тяжелые 7 пациентов госпитализированные, в этом центре общей реанимации находятся еще. Из них 1 крайне тяжелая, а остальные пациенты получают свое лечение в отделениях профильных, как нейрохирургия, хирургия, так и травматологии. Находятся ли близкие родственники, обращаются ли в больницу за своими родными пострадавшими? Да, на самом деле обращаются близкие и родственники госпитализированных пациентов. Однако мы просим, чтобы официальная информация была, обращаться в колл-центр управления Мангистауского здравоохранения, а также в горячую линию штаба по чрезвычайной ситуации. На данный момент находится 7 пациентов в реанимации в тяжелом состоянии. Это так? Да, на самом деле сейчас находится в центре общей реанимации 7 пациентов в нашей больнице. Из них 1 крайне тяжелая. Нашлись ли ее родственники? И знаете ли вы уже ее личные данные? При поступлении из 27 пациентов 3 были не идентифицированы. Потом, благодаря родственникам, идентифицировано 2 пациентов. Это граждане Азербайджанской республики, а 1 пациентка еще не идентифицирована, так как родственники еще не нашлись. Спасибо большое, Жанар Сыдыковна. Будем надеяться на улучшение их состояния здоровья. Дима, на этом у меня все. Сейчас будем готовить дополнительную информацию. Да, спасибо, Жанара. Ждем. Ну а между тем, азербайджанское издание «Д» отмечает профессионализм пилотов во время трагедии. Цитирую: «Именно благодаря им половина пассажиров смогут в скором времени вернуться домой к родным и близким». Уточняется, что лайнер Embraer едва не упал на дома в селе Сайна-Шипагатова. Экипаж вовремя направил борт в сторону окрестностей авиагавани, чтобы избежать потерь среди гражданского населения.
Ну и сегодня говорим о безопасности казахстанской авиации в свете этой трагедии. Разбор полетов. Главные риски для авиации Казахстана. Тема дневного формата сегодня. В телеграм-канале вы голосуете за то, считаете ли вы безопасной, собственно, нашу авиацию гражданскую. И вы уже активно голосуете, за что, конечно, вам огромное спасибо. Присоединяйтесь. QR-код вы сейчас видите на экране. Варианты ответа есть там же. Ну а вот что касается вариантов и ваших голосов, то пока лидирует ответ в целом нормально отношусь, оцениваю, да, но хотелось бы, конечно, больше уверенности, 42%. Ваши комментарии мы будем читать, задавать вопросы нашим экспертам. Номер прямого эфира вы также сейчас увидите на экранах. Звоните, с удовольствием всех вас выслушаем. Ну а в гостях сегодня с нами Абил Кекельбаев, независимый авиационный эксперт. Добрый день. Жанат Абдугалимов, старший директор департамента управления безопасностью полетов. Это авиационная администрация Казахстана. Здравствуйте. Ну и к нам присоединяется Ирбол Оспанов, заведующий кафедрой летной эксплуатации воздушных судов. Это Академия гражданской авиации. И Азамат Капышев также с нами будет, начальник управления департамента ликвидации ЧС. Расскажет, как сейчас там обстановка в Актау по информации коллег на данную секунду. То есть самую свежую информацию мы сейчас будем подключать. Уважаемые спикеры онлайн, включите свои камеры, если еще нет. Абыл, смотрите, вчера мы с вами пытались спрогнозировать версии, которые могли привести к трагедии в Актау. Естественно, сейчас не хочется ни задевать чьих-то чувств, ни манипулировать какими-то предположениями, но со вчерашнего дня что-то в вашем видении изменилось? Потому что мы сейчас слышим, ну, во всяком случае, в обществе одна из основных связана с работой ПВО соседних государств. Ну, я хотел бы сказать, что мы должны все-таки дождаться итоги расследований, потому что действительно очень много инсинуаций, которые сейчас звучат, очень много информации, которые не находят свои подтверждения, поэтому работа комиссии уже началась, и мы ждем, когда присоединятся бразильские специалисты. Тем не менее, вы как независимый эксперт, на какой версии сейчас настаиваете больше всего? Ну, я думаю, что если экипаж сообщил о том, что они попали птицы, то я думаю, что это опытный достаточно экипаж, поэтому здесь пока не дождемся официальных данных из черного ящика, что-то пока добавить сложно. Ну, о том, что попала птица, эта информация появилась буквально сразу же, и появилась она тоже неспроста, потому что появилась расшифровка, буквально уже через несколько часов после вчерашнего нашего эфира. Расшифровку опубликовали сначала российские интернет-издания, после подхватили наши. И как раз-таки, если верить этой расшифровке, там пилот общается с диспетчером в Ростове-на-Дону, он как раз говорит: у нас отказало управление, удар птиц в кабине, неразборчиво цитирую, удар птиц в кабине. Не знаю, приводятся слова командира воздушного судна. Ну и также из этой записи следует, что после столкновения со стаей птиц якобы экипаж держал курс на минеральные воды, но вскоре давление в кабине повысилось, это тоже из расшифровки следует. И самолет начал терять управление, но и вот, как говорят уже многие эксперты, успешно все-таки вывел на Актаускую землю, чтобы не было жертв. Скажите, вот после этой трагедии, понятно, мы еще будем ждать, конечно же, всех версий и причин. В протоколах безопасности полетов, в принципе, в этой системе что-то нужно менять, корректировать? Какие-то уроки мы уже можем извлекать сегодня? Я думаю, что как раз-таки вот официальные итоги, там будут сделаны специальные выводы. Пока нет. И рекомендации. И вот на основе этих рекомендаций будут вноситься изменения в требования, в правила и законодательство. Но они нужны. Обязательно после проведения расследования отчет включает в себя рекомендации и выводы. Эти рекомендации обязательны для выполнения государственными органами. Сейчас многие говорят, что выжили люди еще и в том числе, потому что находились в разных частях самолета. Как эксперт, скажите, это правда, что хвостовая часть более безопасная? Какие-то места можно считать более безопасными, менее безопасными? Ну, тут просто статистика. 70% происшествий приходится при взлете и посадке. А в основном при посадке это неконтролируемое столкновение с control flight into terrain, да, то есть управляемое столкновение с землей. То есть по каким-то причинам сталкивается с землей. И если брать эту статистику, то при столкновении с землей воздушное судно могло быть в различных конфигурациях. Я здесь вижу у нас в студии Ербол Аблаевич тоже присоединен. Он как опытный командир с многолетним налетом может
как бы более подробно рассказать, как ведет себя экипаж во время вот таких событий, но как бы из статистики там за крылом и в хвостовой части это ну, как бы вероятность того, что останешься более... И это вот как раз-таки тот случай, когда у нас Фоккер 100 выкатился с полосы, как раз-таки пострадали те, кто был в носовой части, и поэтому, ну, как бы такая статистика приводится, и, скорее всего, где-то в этом есть истина. Да, Ербол Аблаевич, добрый день. Благодарим, что присоединились сегодня к нашей беседе. Вы наверняка тоже анализировали информацию из открытых источников. Что вы можете сказать, исходя из своего опыта вот на данный момент? Что мы упускаем, может быть, или наоборот, что-то очевидное не замечаем? Ербол Аблаевич, как слышно? Микрофон включите, будьте добры. Да, добрый день всем. Ага. Аспанов, конечно. Погромче говорите, пожалуйста. Поближе к микрофону, и мы вас тогда будем прекрасно слышать. Чуть-чуть поближе к микрофону подвиньтесь и почетче говорите. Ага. Так, Давайте да, попробуем еще раз. Все, вот сейчас хорошо. Давайте попробуем еще раз. Да, добрый день всем еще раз. Аспанов Ербол Аблаевич, заведующий кафедрой летной эксплуатации Академии гражданской авиации. Трагическое происшествие случилось, авиационное погиб. Печально, болезненно. По поводу, по данному случаю. Естественно, все какие-то выводы сейчас сделаны преждевременно, правильно, незаконно. Коллеги, давайте я попрошу вас, наладьте все-таки, пожалуйста, связь, чтобы мы слышали эксперта. И, ну, мнение профессионалов, мне кажется, здесь будет очень важно. Одно дело, когда мы пытаемся что-то угадать и домыслить, другое дело, когда люди, имеющие огромный опыт, с позиции этого опыта могут оценивать ситуацию. Но еще что у нас интересного появилось за прошедший день относительно вот этих всех трагических событий. Смотрите, есть информация, что самолет, потерпевший крушение в районе Актау, в минувшее воскресенье все-таки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Турции. Но пилот смог посадить самолет со второй попытки. Это пишет турецкое издание Yeni Akit. По данным издания, этот же лайнер 22 декабря выполнял рейс Баку-Трабзон. Вам известно что-то об этом происшествии? Ну, я от вас первый раз слышу, что такое было, но это достаточно... Опять же, все отработано. Здесь это не впервые выкатывается воздушное судно за пределы. Штатная ситуация. Это штатная ситуация. Конечно, требуется дополнительная проверка воздушного судна. И как раз-таки в последний раз говорилось, что воздушное судно как раз после этого инцидента и было проведено техническое обслуживание полное. И соответствующие специалисты допустили воздушное судно к эксплуатации. Поэтому здесь вопросов не должно возникнуть. Это решающий фактор. Хорошо, почему мы, в принципе, сегодня говорим об безопасности авиасообщения в нашей стране, потому что по данным экспертов Aviation Safety Network, они включили Казахстан в список 25 стран с самым высоким количеством авиакатастроф со смертельным исходом. Рейтинг опубликован был в прошлом году, а отчет ведется с 1945-го. Я попрошу сейчас показать эти цифры нашим телезрителям. В нашей стране присвоено 24-е место в этом рейтинге. За этот период, с 45-го, в Казахстане произошло, собственно, 45 крушений самолетов. Чаще всего причиной трагедии в воздухе становился человеческий фактор, а именно ошибки пилотов или диспетчеров. Но первое место мы видим США, на втором месте у нас Россия, Бразилия занимает третью строчку, ну а мы, повторюсь, на 24-м. Подскажите, пожалуйста, уважаемый Ербол Аблаевич, как нас слышно? Да, давайте еще раз попробуем. Микрофон включите. Угу. Хорошо, пытаемся дальше наладить связь. Я сейчас приветствую Жаната Абдугалимова, это старший директор департамента авиационной администрации Казахстана. Жанат, добрый день. Но вот по вашему мнению сейчас, насколько отлажена у нас система проверки безопасности авиационных судов в нашей стране? Скажите, пожалуйста. Ну, потому что рейтинг 24-я позиция все-таки, я бы сказал, не так уж мы
не так уж мы и низкие в этом антирейтинге, да? Добрый день всем. В первую очередь позвольте от лица авиационных властей Республики Казахстан выразить соболезнования пассажирам и экипажу Азербайджан Airlines и семьям пострадавшим также. Что касается вот этого рейтинга, как назвали, Safety Networks, да, это все-таки мы ориентируемся, конечно же, на оценку Международной организации гражданской авиации. То есть, как вам известно, Казахстан, согласно крайней проверке, это была валидационная миссия в 2021 году, мы соответствуем на 82% стандартам ИКАО. То есть это независимая оценка экспертами, аудиторами, международно признанная. То есть эти рейтинги, на которые вы ссылаетесь, они, конечно, могут существовать, они самостоятельно как-то проводятся, да, то есть, но мы не знаем, по каким параметрам они оцениваются. Что касается в целом состояния по безопасности полетов и непосредственно летной годности воздушных судов, да, то в каждой авиакомпании имеется программа технического обслуживания на конкретный тип воздушного судна. Согласно данной программе осуществляется и описывается регламент проводимых работ технического состояния воздушных судов. То есть это от ежедневной проверки, предполетной проверки и заканчивая там капитальными ремонтами, тяжелыми формами технического обслуживания. Наши авиакомпании, конечно же, имеют данные программы технического обслуживания, они согласовываются с авиационной администрацией Казахстана. Данные формы ТО, да, именно вот капитальные виды ТО и в целом A, B, C, D, так называемые чеки, да, они проводятся в сертифицированных организациях по техническому обслуживанию, той ряд организаций. В стране у нас есть такие организации, но вот именно капитальный ремонт, так сказать, D-чек наши авиакомпании осуществляют за рубежом. С точки зрения, там, допустим, основных наших там перевозчиков Air Astana и СКАТ, они осуществляют C-чеки у себя на месте, у них есть сертифицированные организации по техническому обслуживанию, то есть наши специалисты готовы проводить данные виды работ. С точки зрения авиационной администрации, естественно, мы осуществляем надзор за выполнением данных видов работ в рамках программы надзора, ежегодно утверждаемой авиационной администрации. Наши инспектора проверяют сертификаты летной годности, выдают, то есть летную годность воздушных судов ежегодно проверяют, выезжают. Кроме того, в целом проверяется авиакомпания на предмет соблюдения сертификационных требований, эксплуатационных требований и так далее. То есть здесь как сертификация, так и инспекция включает в себя обширный спектр вопросов от летной эксплуатации, летной годности, подготовки персонала, медицинского обеспечения, то есть с точки зрения авиационной безопасности. То есть большой спектр вопросов комиссии проверяется ежегодно, и порядка 700-900 проверок ежегодно осуществляется. То есть если за 11 месяцев текущего года мы провели более 900 инспекционных проверок и сертификационных проверок, по результатам которых свыше 1000 разрешительных документов нами было выдано. По результатам этих наших контрольно-надзорных мероприятий соответствующие меры регуляторного воздействия также были проведены, то есть порядка 10 сертификатов и свидетельств у авиакомпаний было отозвано либо приостановлено в результате несоблюдения определенных сертификационных требований, установленных нашим отечественным законодательством. Кроме того, по результатам сертификационного обследования одному учебному центру не был выдан также сертификат, одному авиационно-медицинскому эксперту не был выдан сертификат, и были определенные ограничения наложены на аэродромы, на наши аэродромы отечественные. То есть комплекс мер проводится ежегодно, и наши инспектора, соответственно, для проведения качественной работы осуществляют эти проверки, и для поддержания своей квалификации, естественно, мы также проводим обучение наших сотрудников, наших инспекторов для того, чтобы персоналу, я думаю, мы еще сейчас перейдем. Жанат, да, простите, пожалуйста. Вы как независимый эксперт, как можете оценить эти цифры? 82%. Как еще раз, Жанат, вы сказали? 82%, если коротко, что это? Соответствие всем международным. В 2021 году нас оценивала ИКАО, это был результат на 2021 год, 82% соответствия стандартам ИКАО по безопасности полетов.
Много, мало? Ну, это выше среднего. Выше среднего. А вот те нарушения, о которых вы сказали, они насколько критичны? Или там речь идет все-таки о каких-то протокольных моментах, процедурных, они на безопасность полетов не влияют сильно? В зависимости от ситуации, то есть есть процедурные моменты исключительно, да, административные какие-то, есть вопросы по безопасности полетов. Если это непосредственно безопасность полетов, то сертификат летной годности может не выдаваться, либо авиакомпании вообще сертификат эксплуатанта не выдается для того, чтобы она, ну, естественно, если она не готова, она не будет выполнять полеты. Да, но если мы вернемся все-таки к статистике, к печальной статистике, то теперь мы посмотрим, как оно у нас обстоит с авиакатастрофами в Казахстане. Почему мы видим эти цифры 24 место по количеству? Ну, начнем с 2019 года, наверное. Будьте добры, покажите. Да, 27 декабря самолет Фоккер-100, компания БКР, летевший из Алматы в столицу, разбился сразу после взлета. Мы все прекрасно помним эту историю трагично. На борту было 98 человек, 12 не выжили. 2017 год, в октябре под Шымкентом разбился медицинский самолет Ан-28, 5 человек не удалось спасти. В августе недалеко от Алматы потерпел крушение учебный самолет, там 2 человека не выжили, пилот и курсант. А в июле в Алматинском регионе разбился самолет Як-12, который использовали для обработки полей, там 2 человек погибли. 15-й год смотрим. В Жамбылском регионе разбился самолет Ан-2, летевший из Балхаша на рудник Шатырколь. На борту было 7 человек, 6 не выжили. Ну и далее, 13-й год, там у нас в январе под Алматой тоже при посадке разбился самолет, крупная трагедия, летевшая из Кокшетау. 21 человек находился на борту, все они погибли. Ну и в 12-м годом ранее в Шымкенте Ан-72, мы тоже помним эту трагедию, он до сих пор на слуху, 27 человек, включая руководство погранслужбы, военные, никто из них не выжил. Скажите, пожалуйста, Абел, вот такая статистика почти по самолету в год, если верить международным оценкам. Ну и вот у нас мы видим, ну раз в 2-3 года. Если их все аккумулировать и какой-то средний вот вывести показатель, сказать, причинности, фатальности этих трагедий, что мы увидим? Ну, вы можете заметить, что с 2019 года, как была создана авиационная администрация, таких происшествий становится меньше. Это как раз-таки свидетельство о том, что контроль и надзор за авиакомпанией был ужесточен. А это связано с тем, что ранее в Комитет гражданской авиации был ограничен в количестве таких технических специалистов, которые могли проводить инспекции. Сейчас же авиационная администрация, она укомплектована, там больше 200 специалистов, привлекают иностранных специалистов, достаточно конкурентоспособная заработная плата. И на сегодняшний день, ну, все пытаются попасть в авиационную администрацию. То есть это свидетельство о том, что ужесточаются требования, и благодаря этому, возможно, вот, вносятся вот такие коррективы. И сертификационные требования, на самом деле, они тоже были немножко ужесточены. Большое количество авиакомпаний не смогли подтвердить свои сертификаты. Ну, это очистка, так называемая, отрасли. И это в итоге, конечно, вот к таким результатам приводит. А вам известны, может быть, факты, какие-то недобросовестные представители, там, субподрядчики ушли с этого рынка? Как раз из-за моментов безопасности. Там были грузовые авиакомпании, которые эксплуатировали старые воздушные суда. Ну, они, соответственно, были более... Ну, тут уровень риска был у них высокий, и соответствующие изменения в законодательстве были внесены, ограничили регистрацию воздушных судов старше 25 лет. Конечно, это вызывает двоякую ситуацию, но при этом как бы определенный пласт вот таких авиакомпаний был очищен. Сейчас, с учетом тех требований, которые установлены, но в законодательстве внесены огромное количество изменений в законодательство, в этом направлении, надзоре, идет большая работа. И хотелось бы верить, что итоги этой работы будут повышать уровень безопасности полета. Хорошо, мы тоже, конечно, будем в это верить. Азамат Капышев, МЧС. Азамат, здравствуйте. Благодарим, что вы с нами сегодня. Но я знаю, что вы на связи с коллегами постоянно находитесь. Скажите, пожалуйста, что еще сегодня не попало в официальные отчеты, но о чем вы знаете уже от коллег с места события в Актау? Что можете рассказать? Здравствуйте. Хотелось бы касательно проведения аварийно-спасательных работ, хотелось бы сказать, что первичные силы и средства незамедлительно были направлены на место крушения, по результатам которого
спасены и доставлены в медицинское учреждение 29 человек. В настоящее время, получается, у нас функционирует в городе Астане республиканский оперативный штаб. Привлечены все заинтересованные государственные органы и организации. Аналогичный штаб у нас работает в городе Актау. Открытая работа горячей линии. Что хотелось насчет. Сейчас в данный момент продолжается следственно-оперативное мероприятие. По информации Министерства здравоохранения, лечебных учреждениях остаются 20 человек, 20 пострадавших. Крайне тяжелые из них 2, тяжелых 5, средней степени тяжести 11 человек, удовлетворительное 2. Азамат, скажите, изначально появлялась информация о том, что как только самолет, как только стало известно, что самолет теряет управление и может приземлиться аварийно, в том числе и с жертвами, уже тогда службы МЧС были готовы. Это так, нет? Да, как ранее сказал, в 11:00, как нам информация о аварийной ситуации поступила, дежурные службы незамедлительно на место направлены были силы и средства ДЧС Мангистауской области. Но вот эта вот ситуация с самолетом, она, в отличие от других, в которых, может быть, вы лично участвовали или ваши коллеги, что ее отличает, скажите? Ну, отличается тем, что авиационные происшествия не часто случаются. Не часто случается с таким гибелью, с таких людей 30 и более человек. Как? Конечно, здесь нет спасения. Ну, вы на месте, я так понимаю, все-таки вам удалось оперативно координировать, да, между службами, там и медицина, и акиматы. Все это было. Проблем не было. Надеюсь, подключимся. Да. Ну, а теперь давайте поговорим про уровень нашего персонала, который непосредственно работает за штурвалом. Вы, я так понимаю, считаете... Нет, нам спикер уже озвучил, да, что в этом плане тоже повышается профпригодность летного персонала, и сотрудники постоянно проходят обучение. Есть ведь мнение сейчас, может быть, оно обывательское, да, в принципе, и среди профессионалов тоже оно гуляет, что нынешний современный самолет — это большей частью компьютеры, где пилот выполняет функцию, только что нажать на кнопки при посадке, вовремя открыть шасси. И этот факт, как конкретно, он может влиять на то, что современные пилоты, возможно, не говорю что, но возможно, не совсем могут быть готовы к таким ЧС. Нет, на самом деле экипаж готовится именно для вот таких случаев. Подготовка проводится тренажерная, отрабатываются эти все элементы, да, отказ двигателя, плохая погода, это все отрабатывается на тренажере, и экипаж как раз-таки готовится именно к такому событию. И вот в данном конкретном случае экипаж сделал все возможное для того, чтобы спасти более 20 жизней. И здесь как раз-таки это надо отметить профессионализм, потому что достаточно большой налет у обоих членов экипажа, поэтому здесь обесценивать работу пилотов, наверное, нет смысла. Но не в данном случае, здесь мы, слышали, а в целом. В целом летный состав, он квалифицированный, готов к таким ЧС. Но, с другой стороны, как мы проверяем это? Жанат, я знаю, что у вас там целая система, да, есть по проверке? Да, конечно. Как это проходит, скажите? Да. Ежегодно, если с точки зрения смотреть летного экипажа, да, то пилоты ежегодно проходят переподготовку, поддержание квалификации. То есть, как правильно Абул отметил о том, что тренажерную подготовку проходят пилоты ежегодно. То есть они на основании этих проводимых работ по подготовке, по поддержанию своего профессионального уровня, на основании этой работы они предоставляют документы в авиационную администрацию для продления своего допуска, так сказать, да, квалификационных отметок.
и так далее. То есть мы со своей стороны, естественно, смотрим этот пакет документов, наши инспектора оценивают его и, соответственно, принимают решение о выдаче или не выдаче продления свидетельств. Кроме того, в рамках постоянного надзора при проверке авиакомпаний мы также на месте уже непосредственно в авиакомпании смотрим, как ведется подготовка, как проводится мониторинг, как они отслеживают ту или иную подготовку своего летного состава. То есть здесь работа выстроена с точки зрения авиационной администрации, но и в том числе эксплуатантом, потому что непосредственно авиакомпания несет ответственность за квалификацию своего летного состава, за подготовку пилотов. Здесь очень большой комплекс работ, он выстроен в авиакомпаниях постоянно, да, то есть кроме профессиональной подготовки и также в рамках продления их квалификационных отметок, да, пилоты проходят и медицинское свидетельствование ежегодно. То есть здесь в том числе оценивается их физическое состояние, да, психологическое состояние, то есть в рамках медицинского освидетельствования. Но и предполетный досмотр, естественно, тоже осуществляется для того, чтобы оценить не только летный состав, но и в целом авиационный персонал при заступлении на работу на смену, так сказать. Проверки и уровень подготовки, он повышается, правильно я понимаю? Или из-за того, что у нас есть определенный дефицит в пилотах, вы, может быть, требования немножко все-таки так смягчили, чтобы хоть кто-то летал у нас? Нет, у нас наши требования, они основываются на стандартах ИКАО, Международной организации гражданской авиации. Здесь речи не может быть о том, чтобы как-то ослабить сертификационные требования для пилотов или для инженеров. Они все соответствуют международным стандартам. О нехватке, да, о дефиците авиационного персонала действительно имеет место быть после пандемии в том числе, да. То есть и в целом, так сказать, авиационная отрасль, к сожалению, как и многие отрасли, становится менее привлекательной для молодого поколения, да, то есть люди предпочитают уходить в IT, где более быстрые деньги, да, так сказать, можно молодому человеку заработать в авиации все-таки для того, чтобы стать командиром, экзаменатором, инструктором. То есть для получения большой зарплаты тебе необходимо достаточно большое количество времени посвятить себя профессии, прежде чем ты получишь такую хорошую зарплату, достойную зарплату. Поэтому все-таки авиационная отрасль, к сожалению, тоже пытается привлекать молодое поколение, удерживать его, заинтересовывать о том, что все-таки эта профессия очень востребована, очень популярная и, так сказать, престижная. Да, спасибо. Ербол Аблаевич, как слышно нас на этот раз? Да, я хорошо вас слышу, как меня слышно. Отлично. Ну, сейчас более-менее. Скажите, пожалуйста, Ербол Аблаевич, ваш взгляд вот этой всей ситуации, которая у нас развернулась за последние дни, как человека опытного, как человека налетавшего, ну и, в принципе, как человек, который может дать свою независимую точку зрения и оценки. Ну, еще раз хочу повториться, что действительно большая трагедия. То, что случилось, когда погибли люди, каждое авиационное происшествие, оно само по себе происшествие, но когда гибнут люди, это вообще очень печально, поэтому всем соболезнования пострадавшим, семьи погибших. Конкретно по этому случаю, естественно, комментариев каких-то давать нельзя, неправомочный, неэтично. Есть приложение ИКАО, Анекс 13 называется, расследование авиационных происшествий. Там запрещается делать какие-либо преждевременные выводы, комментарии, может расцениваться как давление на расследование, на членов комиссии. Поэтому, и кроме этого, цель расследования – это не наказание, а выяснение причины для дальнейшей профилактики. То есть это гласит документы. Вот здесь Абл сказал, что сейчас выстроена большая структура. С 2019 года он правильно отметил, что с 2019 года большие изменения произошли с создания авиационной администрации Казахстана. Немножко хотел бы поправить то, что он говорит, слова, что ужесточили требования. Я не использую это слово, я бы сказал, что структурировали и создали структуру и систему надзора. Потому что
еще приложение 19 СУБП-системы управления безопасностью полетов. Она не предполагает систему, как я сказал, наказания. Там есть понятие такой культура авиационная. И поэтому слово «ужесточить», и я сказал еще раз, повторюсь, не совсем корректно. Хотя мы привыкли к этим словам, но по факту большая работа проводится администрацией, представитель авиационной администрации докладывал, как это делается. Действительно, подготовка пилотов – это длительный, сложный процесс, которым я сейчас занимаюсь как раз. Мы готовим на кафедре пилотов длительный процесс. Сам процесс обучения предполагает бакалавриат 4 года, но по факту получается больше, потому что летная практика затягивается по объективным причинам, по погодным условиям, по техническому состоянию самолетов, по нехватке аэродромов. Много проблем, но тем не менее проводится большая работа, и начинается зачисление, и первое, что мы их учим, студентов, чтобы они понимали, что безопасность полетов – это не просто звук, это безопасность полетов. И наизусть они все учат такие слова, что самолет – это величайшее творение разума и рук человеческих, он не подвластен никаким авторитетам, кроме лиц, свято соблюдающих летные законы. То есть эти слова были сказаны там 100 лет назад, может быть, меньше, но тем не менее это настолько жизненно. Касаемо этого случая, хотел бы отметить, конечно, что понятно по видео, что самолет вел себя не совсем правильно, понятно. И хотелось бы отметить, конечно, что с точки зрения, как я, человек, имеющий 25 тысяч часов налета, как вы отметили, что, конечно, пилотам там в кабине было очень нелегко и двигаться, и принимать решения, и поддерживать самолет. Там, скорее всего, что они использовали несимметричную тягу, то есть все методы для того, чтобы удержать самолет в воздухе, подвести его к земле, соответствующим образом, но это не получилось, видимо, все ресурсы были исчерпаны. Касаемо еще раз подготовки пилотов, длительный процесс. Да, Ербол Иванович, я извиняюсь, что перебил. Нам важно было это услышать именно от вас. Не случайно мы хотели здесь мнение человека, который летал много. Но здесь вытекают еще другие моменты, аспекты, которые тоже влияют на безопасность. Вы, как пилот, в принципе, говорите, что летать сегодня безопасно. Давайте еще раз закрепим. Летать сегодня в Казахстане на казахстанских самолетах безопасно. Вы можете с этим согласиться? Да, не только согласиться, я утверждаю, что действительно И еще вопрос, мне просто интересно, скажите, сколько сейчас пилот получает по рынку? В разных авиакомпаниях по-разному, но знаю, что авиакомпания «Астана», я там заканчивал свою карьеру на Боинге 767, там очень достойная зарплата. Касаемо здесь касалось, что нехватка пилотов и снижение поэтому требований входных, совершенно согласен с представителем авиационной администрации, что здесь связи нет. Значит, в авиации первый приоритет – это безопасность полетов, и там не должно быть компромисса между безопасностью полетов и экономикой. Хотя есть в том же разделе СУБП-систем управления безопасностью полетов эффективность. Эффективность – это как раз натренированность экипажей, которая позволяет определять и безопасность полетов обеспечивать, и в то же время эффективность авиаперевозчика. Спасибо, это важно. Но в контексте безопасности, в принципе, авиаперелетов в нашей стране мы должны понимать, что та критика, которая звучит у нас и с трибун парламента, и от гражданского общества, и, в принципе, лиц заинтересованных или не очень, ее тоже нужно принимать во внимание и, я полагаю, рассматривать объективно. Давайте послушаем, что на днях сказал депутат Мажилиса Бахыджан Базарбек, который, кстати, тоже говорил о рисках, связанных с тем, что наши здесь присутствующие на рынке компании, они все-таки хоть у нас находятся, но принадлежат иностранным представителям. И, что интересно, судно тоже. Внимание. Согласно 17 статье Конвенции по гражданской авиации, воздушные суда имеют национальность того государства, в котором они зарегистрированы. То есть фактически 50 воздушных судов Air Astana, они зарегистрированы в Ирландии. Фактически по требованиям 17 статьи Конвенции по гражданской авиации Air Astana это не казахстанская авиакомпания, это ирландская авиакомпания. С бюджета мы выделяем миллиарды субсидий на не казахстанскую компанию, на ирландскую компанию. Коллеги, и согласно 18 статье Конвенции, двойная регистрация запрещена. Это как двойное гражданство.
При этом, согласно статье 20 Кейптаунской конвенции о международной гарантии на подвижное оборудование, регистрация в том или ином государстве осуществляется с согласия другой стороны. У меня вопрос возникает. Правительство наше дало на регистрацию воздушных судов в Ирландии? Ответ есть. В 2012 году наше правительство ратифицировало и, по сути дела, практически подписало документ, по которому Air Astana полностью регистрирует весь авиапарк в Ирландии. Казахстан с этим согласен. И фактически сейчас Air Astana – это не казахстанская компания, это ирландская компания. Вопрос возникает в следующем. Зачем мы тогда миллиарды тратим на поддержку национальной авиакомпании? И фактически эта авиакомпания не казахстанская, а ирландская авиакомпания. Ответ простой. Ирландия имеет статус международного центра авиационной лизинговой индустрии. Ирландия не требует лицензирования и сертификации на авиационную лизинговую деятельность. И ставки налога на прибыль для лизинговых авиакомпаний всего лишь 1,25%. То есть фактически нахождение в Ирландии выгодно. Но самый большой риск, огромный риск. В случае часа X эти самолеты останутся в Ирландии. Вот вопрос в этом. Абыл, скажите, действительно актуальная проблема, о которой депутат говорит, а самое главное, на безопасность все это дело как-то влияет, нет? Ну, я хочу сказать, что это нормальная мировая практика, когда воздушные суда зарегистрированы в таких как бы благоприятных гаванях, да, где снижены налоговые ставки и все остальное. Но вопрос, у меня лично возникает вопрос того, что авиакомпания, у нас создана авиационная администрация, стандартизированные, структурированные требования, она не хочет регистрировать свои борта в Казахстане. То есть зачем мы тогда создавали, если у нас 60% воздушных судов, которые выполняют пассажирские перевозки, зарегистрированы в другой стране, зачем нам тогда такая авиационная администрация, если ее уровню не... То есть авиакомпания считает, что их уровень еще недостаточен для того, чтобы вводить флот в казахстанскую регистрацию. Это мое субъективное мнение. Да. Я считаю, что было потрачено большие ресурсы, большие как бы от государства выделены финансовые средства для того, чтобы создать авиационную администрацию. Ну и здесь хотелось бы, чтобы наш крупный авиаперевозчик поддержал нашу авиационную администрацию таким образом, что зарегистрировать воздушные суда. Касательно лизинга, аналогичные, эти же компании в лизинг дают самолеты другой нашей компании, но эта компания зарегистрирована в Казахстане. Аналогичные требования по страховке, которые выставляют требования в тех же, ну вот то, что Air Astana говорит, там лизинговые компании требуют. Те же лизинговые компании дают самолеты скату. Те же страховые компании страхуют скат. И вот тут возникает вопрос, где, в чем зарыто вот это вот нежелание регистрировать воздушные суда. Только лишь сокращение расходов на налоги, но я думаю, что здесь все-таки должна быть внятная государственная политика. То есть, если это окей, ну давайте скажем, что это окей. И мы на это закрываем глаза. Но тогда зачем мы создали такую авиационную администрацию, которая как будто бы, получается, ей не доверяют? Жанат, на ваш взгляд, это окей или нет? Здесь я бы выразил таким образом, да, вот действительно авиационная администрация была создана, да, вот 5 лет мы уже осуществляем свою деятельность. В течение этих 5 лет я хотел бы просто один из примеров привести. У нас есть также перевозчик Казахэйр, который ранее был зарегистрирован в Арубе, точнее воздушные суда были зарегистрированы в Арубе, и они сейчас перерегистрировались, и все воздушные суда зарегистрированы в казахстанском реестре. С точки зрения авиакомпании, да, Air Astana, то в первую очередь разрешите отметить, что авиакомпания все-таки казахстанская, она имеет казахстанский сертификат эксплуатанта, выданный авиационными властями Казахстана. Воздушные суда, да, действительно зарегистрированы на сегодняшний день в ирландском реестре. А ранее, то есть, они также были зарегистрированы в Арубе. И по вопросу принятия решения перевести в казахстанский реестр или не перевести, я думаю, все-таки правильнее будет обратиться за комментарием в саму авиакомпанию.
Это, конечно, вопрос, да, частного бизнеса, и здесь искать ответ мы можем либо очень долго, но судя по тому, что это такой достаточно глубокий и финансовый, в том числе, вопрос, да, и репутационный. Но людей это что волнует? Лишь бы цены были более-менее адекватные, да, и сейчас нас волнует безопасность. Этот фактор, что самолеты там зарегистрированы, ни на то, ни на другое не влияет. Не влияет. Будь они зарегистрированы здесь, цена бы у нас была такой же, условно говоря. Здесь есть один нюанс. Ага. Я вот об этом отметил. У нас Казахстан в 2009 году попал в черный список Европейского Союза. И тогда Air Astana, благодаря тому, что было зарегистрировано в Арубе, они были в сером списке, они могли выполнять полеты в Европу. Вот здесь как раз-таки я вижу, что они еще не доверяют нашей системе, и поэтому еще сохраняют. Хорошо, тогда об этих рисках мы не будем говорить, это отдельная тема для отдельного разговора. Покажите, пожалуйста, вот в последние годы авиационная отрасль Казахстана, она столкнулась с рядом такой серьезной критики, я продолжу, да, здесь не только депутаты, здесь у нас независимое сообщество экспертное выражало свое мнение и свои опасения. О каких проблемах говорили? Давайте взглянем. Ну, смотрите, устаревший парк самолетов, воздушных судов, медленные темпы обновления. Сенатор Галиаскар Сырбаев, например, отметил, что авиакомпании Казахстана недостаточно быстро обновляют свой флот, что может привести к дефициту воздушных судов уже к 2030 году. Еще одна проблема – недостаточная конкуренция на рынке авиаперевозок. Всего 3 крупные авиакомпании, мол, и выбора нет, они доминируют, что указывает, конечно же, на вот такую определенную монополию и на отсутствие здоровой конкуренции. Нехватка квалифицированных пилотов и специалистов, в принципе, да, проблема такая давно известная, мы сейчас только что о ней говорили. Ну и что у нас? Износ оборудования, дефицит кадров, да, проблемы с авиатопливом. Хорошо, на ваш взгляд, здесь какой самый критичный фактор? Давайте я тогда прокомментирую. На сегодняшний день, так как основные доходы перетекли в авиакомпанию, состояние аэропортов и инфраструктура аэропортов, я цитирую документ «Национальный инфраструктурный план», 72% аэродромной техники старше 12 лет, а то и 20 лет. В региональных аэродромах отдельная специальная аэродромная техника отсутствует. Это говорит о том, что аэропорты не успевают модернизировать и вкладывать в свои основные средства. Связано это с тем, что аэропорты большой уже продолжительный период не получают, то есть тариф, который у них установлен, он не самый неокупаемый. То есть они под разными причинами не могут повысить тарифы, и в первую очередь здесь связано с тем, что есть процедура, и есть процедурные моменты, которые не позволяют аэропорту адекватно обосновать повышение тарифа, там, по надуманным причинам могут отказать. Поэтому аэропорты сейчас необходимо модернизировать. В отличие от авиакомпании, самолет можно взять в лизинг и платить ежемесячно, а аэропорт – это капитальные затраты, которые сейчас нужно, сегодня и здесь. Потому что у нас состояние инфраструктуры аэропортов, даже столичный аэропорт, он в этом году провел текущий ремонт. Насколько этот текущий ремонт продлит службу взлетно-посадочной полосы, которая в эксплуатации с 2003 года? Ну, вы как оцениваете состояние нынешних аэропортов и взлетно-посадочных полос? Потому что эти проблемы, да, мы тоже говорили, что там чуть ли не в советское время некоторые, да, были построены. Смотрите, на сегодняшний день президент в своем послании обозначил 6 аэропортов-хабов. Алмата, понятно, иностранные инвесторы, я его не буду говорить. В Астане проблемы с взлетно-посадочной полосой, ждут инвесторов. Не знаю, как этот вопрос будет решен. В Чимкенте, да, это 3-й наш республиканский город, один курс не работает. Тоже стоит вопрос или удлинения, или строительства нового ВПП. Ахтубе, он уже ограничен застройкой вокруг аэропорта, и будущее развитие ограничено. Аналогичная ситуация в Атырау. Там тоже аэропорт уже фактически в черте города оказался. И тоже, если сейчас инвесторы, которые выкупили, что-то не предложат, тоже у аэропорта перспектива для развития очень сложная. И аэропорт Караганда, он тоже частный, там частные инвесторы. Смогут ли они привлечь достаточное финансирование для того, чтобы отремонтировать взлетную полосу, которая тоже требует внимания, оснастить необходимым оборудованием и обеспечить, они ориентированы на грузовые перевозки, и обеспечить эти грузовые перевозки. Здесь тоже государство переложило этот вопрос на плечи инвестора, и справится ли инвестор с таким одномоментным инвестированием, я не могу комментировать. Но в целом это все свидетельствует о том, что наша аэродромная инфраструктура, она была
на втором плане. И вот сейчас, наверное, нужно все-таки пересмотреть государственную политику в области гражданской авиации, чтобы обратили больше внимания на инфраструктуру, потому что если не будет инфраструктуры, самолетом летать будет негде. И мы сейчас наблюдаем, что некоторые рейсы не выполняются именно потому, что авиакомпании считают, что прилетит туда воздушное судно, ему нечем облиться. Это Ну вот да, суть. если коротко, эфир заканчивается. Здесь факторы риска по безопасности перелетов большие, именно связанные с аэропортом. Текущее состояние инфраструктуры – это тоже один из элементов Критичное состояние, можно так говорить? Или пока терпит, нужно срочно принимать меры? Оно терпит, но нужно срочно принимать меры, чтобы в следующем году мы могли безопасно летать. В общем, работать еще есть над чем, как мы поняли, судя из разговоров с экспертами, именно в гражданской авиации Казахстана. Но благо, что ситуация управляется с улучшением системы контроля, с тем, что мы все-таки стараемся держать марку и держать качество наших полетов. И именно это нас сегодня интересовало, насколько безопасно летать, в принципе, в Казахстане и самолетами Казахстана. Ну а что касается нашего телеграм-опроса, то я благодарю всех, кто сегодня голосовал. Лидирует у нас ответ: в целом относятся люди нормально к вопросам безопасности, но хотелось бы все-таки больше уверенности. 28% написали, что летают спокойно, абсолютно доверяют. 10% не летают, ну и 12% стараются летать как можно реже, потому что, в принципе, боятся. Благодарю всех, кто принял участие сегодня. Дневной формат в 2 часа дня. Каждый день. До встречи.